Немножко разорвано этот курс, но, в общем, ну и мы решили, что сегодня мы уже завершим и поговорим про интерпретации. Фактически, вот я хочу напомнить, что мы от начала двигались таким путем, что, ну, как бы разбирая то, каким образом должна быть построена аналитика, нам нужно, ну, как бы помнить про все этапы, ну и на всех этапах не совершать ошибок, да? Вот если эти этапы обозначить примерно так, как задача, да? Задача исследовательская, практическая, скорее практическая, особенно если мы говорим про аналитику, а не исследование внутри там, некого научного дискурса, где задачи появляются из самого научного дискурса, а аналитика все-таки она как-то ориентирована на решение каких-то задач, да, на проблемы и так далее. То есть вот эта постановка задачи, из постановки задачи фактически это некое представление о реальности, которую мы исследуем, да, то есть это так или иначе понятия, концепты, с помощью которых мы схватываем решение этих самых задач. Да, то есть это концептуализация, то есть концепты, понятия, и это то, как мы схватываем реальность. То есть если мы там обсуждаем какие-то политические проблемы и как бы вводим там категорию доверия, да, то вот, значит, мы там описываем это как некий концепт доверия, там, я не знаю, солидарности, потенциала солидарности, все что угодно, да. Потом из этого концепта мы сооружаем некие, в разных версиях они по-разному называются, показатели, да, то есть ряд, двигаемся от понятия к тому, через что мы это понятие можем измерить, да? Через что мы можем увидеть, и это какие-то показатели. И обычно этих показателей несколько на какой-то концепт. Чаще всего мы не можем через одно схватить. Это то, что метриками называют? Это то, что метриками называется, да? То есть то, через что мы измеряем. Да? За пропустил. А? Показатель. Да. Потом мы двигаемся к фактически или индикаторам, или измеримым шкалам и так далее. То есть то, чем мы это индикаторы, шкалы, да, то есть то, как мы измеряем, чем мы схватываем. Потом мы движемся к самим данным. Данные, а это значит методы сбора, которые определенным образом ограничивают или задают нам то, что мы можем получить. Потом у нас есть анализ, а это значит методы анализа, про которые мы там говорили. И фактически интерпретация – это возвращение к задаче. Да? Собственно, сама интерпретация данных – это из полученных в результате анализа данных, которые прошли вот такой вот путь, длинный, да, нам нужно что-то сказать про реальность, чтобы что-то сказать про задачу. Иначе иначе аналитика не аналитика. Да? То есть если в аналитике мы не возвращаемся фактически к описанию реальности и задачи, то мы не имеем, то есть мы не завершаем цикл, и, собственно, интерпретация это и не является. Ну и вот, если посмотреть на эти ступенечки, то понятно, что когда мы занимаемся интерпретацией, мы, в принципе, должны помнить все рамки условностей, все процедуры, которые мы совершили, когда двигались сюда. Да? И мне кажется, что большинство проблем или сложностей интерпретации, оно связано с тем, что чаще всего, когда мы уже получили данные и проанализировали, а еще хуже, если мы их получили не сами, а где-то взяли, не знаю, в статистическом сборнике, еще где-то, мы принимаем вот эти данные, или то, что мы получили в результате анализа, за реальность. То есть, и вот теперь они и есть реальность, а не возвращаемся сюда. То есть не переосмысляем то, что мы получили, как плод наших усилий по пониманию реальности. И в этом контексте, наверное, самая такая часто встречающаяся эта ошибка – это так называемая аналитика без аналитики.
Я думаю, что много кто видел эти аналитические, ну или там анализ исследования, когда все завершается описанием процентов. Ну, там. Социология это вообще это любимое занятие, да, то есть вот как бы вот мы там строили страшно сложные методики, что-то описывали, потом как бы выводом является, что 19% там населения не доверяет. Ну, мало того, что это, как бы, скорее всего, 19% населения ответили на наш вопрос, что там про то-то и то-то и то-то они не доверяют, но, собственно говоря, и что? Потому что, скорее всего, как бы этот вопрос, который мы задавали про доверие, он возник где-то вот здесь вот. Да? То есть, и он является одним из показателей чего-нибудь, что мы хотели узнать про реальность. Но как бы чаще всего ответ, ну вот, все заканчивается вот этим. И это не аналитика. Ну вот, это, ну как бы первая проблема, да. Вторая проблема, это, ну вот тоже связанная с этим, когда мы выставляем, ну, все там проценты или показываем таблички, и считается, что, ну, как бы люди сами разберутся. Как бы, что данные говорят сами за себя. Вот я просто кусочков всяких исследований набрала и покажу. Одно из любимых наших, ну, у меня в основном исследования всякие социологические, просто потому что, ну, как бы они ближе мне, и я чаще их встречаю. Закрой, пожалуйста, да. Сейчас я найду. Где? Да. Ага. Ой, где это? Вот сейчас, это просто недавно в Ардаматске закончил исследование этого, и все СМИ печатают. Ну, во-первых, они вырезают какие-нибудь несколько вопросов и печатают их. И вот, ну, как бы один из наших любимых вопросов – это наши отношения с соседями. И обычно его рассматривают через несколько вопросов. Эти вопросы вот такие. Каким бы вы хотели бы видеть отношения Беларуси и России? Ну, и там разные варианты и еще и разные годы. В каком союзе было бы лучше? С Россией или с ЕС? И, собственно говоря, разница между этими двумя вопросами аналитики говорят, что, ну, вот если поставить вопрос более жестко, то есть предыдущий это более мягко, а это более жестко. И последний, согласны ли вы с тем, что, ну, и еще один вариант, да, Беларусь должна быть независимым государством там, и так далее. Собственно, вот, как бы обычно данные так вот представляются, ну и заглавие там тоже из чего-нибудь выдергивается. Собственно говоря, все. И понять на самом деле, что это означает, вот если практически невозможно. В примере сказать, что здесь есть задача, что здесь есть концепция. Ну, вот, и вот тут вот, да, обычно как бы, когда мы получаем чужие данные, ну, а в Ардаматске он просто там эти таблицы выгоняет. Да. Ну, то есть мы сейчас на уровне данных получаем. Мы получаем на уровне данных, да. И для того, чтобы вообще разобраться, про что это, надо было бы вообще-то, ну, как бы, либо у Ардаматского, либо восстановить. Вот, как бы, о чем, ну, во-первых, там выяснить, что это был опрос. Это, значит, мы выясняем мнение людей, а не, например, там, ну, геополитические предпочтения там, политиков или, ну, еще что-нибудь, да, это мнение людей, это там ответы на номинальная шкала фактически, да, то есть это просто, ну, там, либо дихотомия, либо, ну, как бы разные варианты ответов, которые никак не варьируются, а значит, мы не можем, ну, например, построить ну, там, степень отношений. Ну, и здесь, наверное, нам надо знать методы сбора данных, да? Ну да, ну, они обычно там все-таки чаще всего присутствуют, написаны, да, что это опрос, там, такой-то face-to-face, такая-то выборка. Обычно, по-моему, это я здесь видела. 1060. Они еще пишут, это Елена Михайловна хорошо про это говорит, как бы в соответствии всем критериям репрезентативности написано там. Да, непонятно, каким именно всем, но всем. То есть непонятно по полу, возрасту. Но обычно эти данные, в общем, не разбивают, ну, вот, в Ардаматске, поэтому как бы они просто за всю республику и все.
Да? И потом нам нужно понять, вот зачем задавать 3 вопроса. Да? И, наверное, возможно, когда первый раз, лет 20 назад, этот вопрос придумывался, была какая-то мысль, что эти 3 вопроса вместе задают какие-то сложные отношения. То есть они задают разные аспекты. Да? И не думаю, что это более жесткое или менее жесткое. Да? Но по большому счету, вот я, например, восстановить логику задавания этих вопросов уже не могу. Значит, либо нужно придать им новую логику, самим, да, решить, в каком отношении эти вопросы друг друга состоят. Либо разобраться, если есть на то база данных там, или еще что-то, разобраться, собственно, в модели сочетания ответов, да, этих вопросов, и что-то из этого сделать. Потому что так, по большому счету, то есть это не анализ, да, это как бы, интересненькие данные. Потому что понять из этого толком, в чем суть отношений, то есть понятно, единственное, что понятно, что белорусы скорее ориентированы на независимость свою и на какой-то союз скорее с Россией. В общем, особенно больше ничего. И вот в этом смысле проблема, и это вторая проблема. Проблема всех данных, которые мы получаем не сами, а большинство данных мы получаем не сами, к сожалению. Это то, что мы практически не можем дойти до сюда. Да, и разобраться, собственно говоря, откуда они взялись. И это касается, ладно, там, такого рода исследования, там, в принципе, теоретически можно доколупаться и что-нибудь найти, либо восстановить. Но хуже всего с такими данными, это с данными статистическими, которые тоже являются данными, которые тоже когда-то собирались таким же образом. Зачем-то эти органы налоговые и статистические собирают определенные данные. Они его собирают, потому что была такая картина мира. Да? И мы их читаем в статистических сборниках. Что они обозначают? Очень сложно догадаться. Поэтому, если мы берем чьи-то данные, то фактически нам нужно восстановить либо их логику, либо задать свою, в общем, понимая, как это собиралось, откуда это бралось и так далее. Это один из таких примеров с статистическими данными, это мы как-то разбирались с культурной сферой, и, например, у нас есть этот реестр историко-культурной спадщины. Да? И обычно, когда там что-нибудь оценивается, берется реестр этот и смотрится, добавилось, убавилось. Да? И поэтому судится о состоянии спадщины. А по большому счету, да, это характеристика деятельности государства по отношению к каким-то объектам. Но это не характеристика состояния сферы. Да? И такого рода проблемы могут быть. Что-то я еще хотела показать. Можно вопрос это? Да. А что все-таки делать с такой информацией, по-вашему? То есть она для чего-нибудь нужна? Я думаю, что если бы это была разовая информация, то по большому счету ничего. Я бы сказала, да. Но чем хорош и плохо одновременно, например, Богдаманский или Есепин в свое время, они хороши, такого рода данные, они хороши тем, что они регулярно снимаются. Да? То есть это тут 16 и 17, в общем, есть ряд вопросов, которые они ведут уже 20-летиями. Да? И, и это, тут может быть 2 варианта. Во-первых, не поддаваться на формулировки, но, например, рассматривать это как, скажем так, динамику чего-то, связанного с отношениями. Да? То есть, когда ты смотришь на весь тренд и можешь говорить скорее об неком общем изменении, совокупности показателей, которые связаны с отношениями. Да? И вообще, я бы ко всем исследованиям, которые
потеряли свой смысл, но ведутся как мониторинг, ну, свой смысл, вот в смысле там это, содержательный, да, но ведутся как мониторинг много лет, я бы к нему так и относилась, да. То есть скорее как к, ну, к таким, как плыни, да, как некая инерция и так далее. Второй вариант – это восстанавливать, ну, в смысле, придумывать к этому свое содержание, да? Ну, то есть придумывать к этому концепт. Но для этого нужно, опять же, скорее на уровне данных еще поиграться, да? Ну, то есть разобраться вообще, кто эти люди, которые, например, так и так отвечают на эти вопросы, да? Ну, то есть создать за этим, ну, некий концепт связи этих вопросов между собой. То есть, по сути, использовать другие методы вот на уровне данных? Нет, на той же нет, работе? ну, это скорее через анализ данных, ну, самих, да, поигравшись с ними, да, я бы пыталась, ну, как бы задать, ну, там, собственный концепт. Да? Ну, интерпретировать. Интерпретировать, как эти вопросы, На что они могут влиять? да, что они, с чем они работают, да, что они отражают. Но это можно только вот, ну, еще поработав с данными, ну, например, посмотрев там какие-то связи, отношения. Ну, в смысле, а этой информации разве достаточно? Или это надо... Вот такой нет. Такой недостаточно. Такой недостаточно. Ну, тут я говорю, то есть тут можно идти либо, если есть только такая, то тогда собирать просто, ну, многолетние и смотреть на тренды, да? Либо работать с данными, но это тогда надо обращаться идти к Вардаманскому. Идти к Вардаманскому, да, и, ну, как бы с ним, ну, вот, на мой взгляд, можно, конечно, делать вот так вот, но по большому счету мы ничего про реальность не узнаем. Вот из этого, да? Ну, что-то узнаем, но при этом мы не знаем, что узнаем, да, и как бы, ну, грубо говоря, на основе вот этого невозможно сделать какие-нибудь осмысленные выводы. То есть это использовать для серьезного анализа по большому счету нельзя, да? Ну, мне кажется, что да. Я вот помню, Нет? Как фоновое что-то, да? Вот как фоновое, да. как фоновое, Как динамика. особенно в этих единичном варианте. Вот помню тоже пример, если, например, последние там, президентские выборы давали, там, что независимый кандидат, Татьяна Короткевич, набрала там, 20%, несколько, ну, там, давали данные. Вот как бы, ну, совершенно невозможно интерпретировать, как сами по себе эти проценты, это много или мало в отношении поддержки независимого кандидата. И там единственным способом, когда я пытался с этим разбираться, это было восстановить, а сколько собирали предыдущие кандидаты на предыдущих выборах, еще раньше. И имея вот данные за 5, там, например, последних, или там, ну, сколько у нас там их было, этих выборов, мы можем тогда примерно оценить, что вот эти вот 18-20% это примерно постоянная цифра, которую имеют независимые кандидаты. Это должно быть исследование тогда по той же методике сделано. Ну, они обычно, да. как бы, да, ну вот, да. А если это не по той же методике, то, Ну, да, тут то еще мало. Тут еще проблема, но я хотела там попозже про нее поговорить, это про эти сравнения, да, которые вот особенно на такого рода вопросах. Потому что, ну, как бы, даже тут видно, по-разному заданные вопросы, ну, как бы актуализируют что-то свое. Да? Когда ты спрашиваешь, там, что вам лучше, и предлагаешь вариант независимое государство, оно сразу отбирает там все 65%. Да? Когда ты спрашиваешь, ну, с кем нам лучше дружить, даже если не в союзе, то люди выбирают из того, с кем нам лучше дружить. Ну, и в этом смысле, если это не одно и то же исследование, ну, если не повторяющиеся, точно как бы вопрос и вариант ответа, то, в общем, там, ну, широкие маневры для манипуляций. Сейчас я еще... Это очень манипулятивно. Это очень манипулятивно, да, поэтому. Но если их 3, да, а скорее всего их должно быть еще больше, если мы пытаемся... Вот, то есть если нашей задачей, где-то там в задачах стоит, разобраться в геополитических ориентациях, то, наверное, мы, ну, это вот первое, что приходит в голову, мы должны предположить, что для, как бы, обычного там гражданина Беларуси может быть много разных ситуаций, в которых он, как бы, по-разному отвечает на этот вопрос, да. И вот, ну, я думаю, что 3 этих, они задают, ну, какой-то небольшой спектр. Но, в общем, проработав, ну, там, вот эту на уровне теории, да, мы могли бы, наверное, выделить еще что-нибудь, ну, и тогда иметь, ну, некое разнообразие. И тогда описать этого самого там белоруса или там среднего белоруса в его геополитических предпочтениях в разных ситуациях. Да? Потому что одно дело, если перед ним на референдуме поставят вопрос туда или туда,
Другое дело, если ну, враг нападет, будем ли мы защищать свое независимое государство? Говорит ли ответ на этот вопрос о том, что белорусы бросятся там, защищать свою независимость? Этот ни о чем не говорит. Да? Бросятся ли они защищать, мы тоже не знаем. Ну, и так далее. Но я вам сейчас еще один пример покажу. Ну, он скорее курьезный, но мы его как-то полюбили нежно сейчас. Это связано с тем, что когда мы доходим до данных, ну, то есть сначала мы думаем про что-нибудь одно, делаем, получаем какие-нибудь данные, а потом хотим как-нибудь красиво, в красивой цифре сделать результат. Ну, в одной красивой, которая нам все расскажет. Это было исследование факта, да, факта, тест на гражданственность. Это было исследование 3 стран, там была Молдова, Украина и Беларусь, но этот отчет только белорусский. И, ну, там несколько этих самых, сейчас посмотрю, страница 4. Там несколько элементов, но, в общем, одним из было, ну, примерно следующее. Вот граждане, они настолько граждане, насколько, ну, как обладают минимальными знаниями ну, как минимальными гражданскими знаниями. Ну, грубо говоря, что у нас является главным там документом, организующим, там, кто является сувереном, ну и так далее. Вот. И, собственно, базовые гражданские знания. Они проверяли 1, 2, 3, 4, 5 было вопросов, у которых есть правильные ответы. Ну, и как бы предполагается, что каждый гражданин, ну, в общем, знает правильный ответ. Да, сколько областей в Беларуси, где прописаны основные права граждан, с какими странами граничит. Ну, в общем, такие вопросы для граждан-дебилов. Ну, в смысле, минимальные, да? Нет, ну это нормально, да? Какой язык является государственным и кто является носителем суверенитета. Ну и вот внизу это сколько людей не ошиблись. То есть дали правильный ответ. Ну, про сколько областей 94, потом 88. Ну, хуже всего у нас знают про суверена 33. Да? Правильно ответили. Но это данные. Ну и как бы люди решили обобщить. И вот вывод. Первый вывод. 75% респондентов показали, что обладают базовыми гражданскими знаниями об административном устройстве, символике и так далее. Внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Как получилось 75%? Я думаю, средний. Точно. Вот теперь представьте физический смысл этого явления. То есть, понятно, что как бы они хотели найти некую характеристику для всей страны, да, ну как бы сколько людей, в общем, чем-то таким обладают, да. И тут можно было пойти разным путем. Например, как бы считать, что обладают минимальными знаниями все, кто правильно ответил на все вопросы. Ну, например, да. Тогда, скорее всего, их меньше, чем 33. Ну, процентов. С учетом пересечения, скорее всего, кто-нибудь, хотя бы пару человек правильно ответили на последний и что-нибудь перепутали в предыдущем, да, то есть, ну, то есть, можно было бы сказать здесь, вот, если бы мы говорили про 75, да, мы бы сказали так, сколько правильных ответов вообще? Ну, из всех вопросов, сколько было получено правильных ответов? Правильных ответов, в принципе, было получено что-то около 75%. Но они почему-то про белорусов написали. Ну, то есть, ну это вот курьез, но на самом деле это часто встречающийся курьез. Да? То есть, чтобы этого не было, это должно быть продумано еще вот здесь. Вот, да? Когда мы думаем про показатели, вот мы придумали эти знания, там, да, базовые знания, мы должны себе представить то, ну как бы, а что мы хотим узнать? Если мы хотим узнать вот это вот количество людей, обладающих базовыми знаниями, мы должны заложить процедуру, по которой мы будем это считать. Ну, и вот, скорее всего, этой процедуры заложено не было, потому что они так посчитали, а вот в общем отчете уже, ну, по всем 3 странам, вот этого уже нету. Ну, потому что, по-моему, смеяли не только мы, хотя вот это висит все в сети, но там они пошли другим путем, они как раз правильным ответом присвоили единички. И у них там уже шкала образуется, например, и там сколько процентов людей дали правильные, ну, большинство правильных ответов, сколько там посерединке и так далее. Ну, то есть там уже разумно все это выглядит. Но это
Тоже как бы вопрос, ну, вот, я бы сказала, когда мы дошли до данных и уже работаем только с данными и не думаем про смысл. Да, вот, ну, красивая такая веселая картинка. Что я еще хотела тут сказать? Вот еще есть еще одна такая как бы беда, когда мы используем там чьи-нибудь данные, вот, например, вот эти, если мы использовали, и вырываем какой-нибудь один вопрос. Ну вот тут, например, как бы смысл все-таки этого комплекса вопросов в том, что это комплекс, да? Но можно же, ну, для какой-нибудь аналитики, ну, выбрать там правильно ответивший на вопрос, какой язык является государственным. Ну, горячий вопрос, да, и вот там сколько-то ответили. И вот когда мы работаем с чьими-то данными, да, ну, мы или кто-нибудь, да, мы очень часто выхватываем что-то, что работает в комплексе, да, то есть то, что являлось элементом, ну, как бы комплексом показателей для одного понятия, мы как бы выдергиваем вопрос, и он уже так не работает. Вот в этом смысле часто страдают эти методики, которые такие, ну, сильно распространенные и дублируются много где. Вот, это ядовская, любимая ядовская методика с идентичностью, идентификацией. Там такая, назовите, с какими из групп людей вы готовы сказать «это мы». Да. И у него там такой длинный список. И мало того, что он длинный список, он еще и сгруппирован. И он сгруппирован по типам сообществ. И как бы, по большому счету эта методика работает целиком. Ну, то есть когда человек все это проходит, ну, как бы, и имеет смысл, в том числе сравнение с типами сообществ. То есть там глобальные, локальные, деятельностные, ценностные, ну и так далее. Но как бы она красивая, легко сравнивается со всем, ну, поскольку ее пользуют. И ее очень часто выдирают, ну или дополняют там чем-нибудь. И она перестает работать. Ну, в смысле, ее интерпретация перестает работать как, ну, как бы, как целостная методика, потому что она про структуру идентификации человека. А мы, ну, как бы выдергиваем одну, ну, там, или две. Это как про слона, да? Да, такие ушки. да, вот такие ушки. Ну и в этом смысле, вот это тоже, как Андрей говорил, для того, чтобы понять, например, много этого или мало, там, я не знаю, там, идентификация с гражданами, да, ой, как немного, там, 75%, надо сравнить со всеми остальными. Например, более того, с аналогичными остальными, с глобальными, ну, там, с большими. Тогда оказывается, что много. Ну и так далее. Это, наверное, вот про вот это возвращение. Еще, ну, наверное, одно из самых проблемных мест является возвращение на этапе, когда вот мы собираем данные, и когда это связано с выборочными исследованиями. Это экстраполяция, да, то есть на что мы переносим эти самые данные. Чаще всего вот, ну, как бы на этом этапе мы имеем существенные ограничения. Ну, то есть мы хотим знать про все, а руки дотягиваются, ну, в лучшем случае для выборки там, в 1000 человек, которые, конечно, по всем законам репрезентативности, но обычно по полу, возрасту и областям максимум. Да? А это значит, что она показывает, ну, как бы очень ограниченный, ну, тип, то есть очень ограниченную характеристику генеральной совокупности. Еще хуже, ну, с теми случаями, когда когда наши руки вообще мало до чего дотягиваются, ну и, например, мы решаем, что, ну, чтобы что-нибудь узнать, мы там можем опросить там студентов, ну, которые нам доступны. Да? Но потом, когда мы описываем, мы начинаем говорить, ну, слушай, молодежь. Да? И это одна из этих бед, ну, любых там аналитиков, любых данных, это указание на выборку и потом соответствие вот методом сбора информации и указанием на выборку тому, на что оно распространяется. Ну, этим страдают обычно
Обычно какие-нибудь вот сейчас онлайн-опросы, да, которые, ну, по большому счету вообще непонятно, на кого распространяются. Не то чтобы они не несут никакой информации, но чаще всего ты не можешь сказать, что это за генеральная совокупность. Ну, в лучшем случае, вот, это было пользователи интернета. Это когда это Ебель-Рыгов там делали, и, ну, и чтобы как-то, в общем, это описать, они описывали это. Пользователи интернета, молодые пользователи интернета, ну, например, да. Ну, в общем, это одна из таких сложностей. То есть чаще всего это неправомерное расширение или еще одна, ну, как бы проблема, связанная с выборкой и с репрезентативностью, она связана вот с чем. Когда, ну, Елена Михайловна про это рассказывала, да, когда у нас есть выборка, и она репрезентативна по каким-то признакам. Да. Потом мы берем данные и обнаруживаем там какие-нибудь группы. Ну, или там находим, например, что там, ну, не знаю, там, выборка репрезентативна по там, сельским и городским жителям, да, а мы выделили, например, Минск, и там выделили там, не знаю, разные районы, да. Ну, у нас есть такая возможность. И потом мы начинаем сравнивать и делать выводы про районы. А как бы районы не представлены нормально. Ну, то есть, грубо говоря, в выводах можно делать выводы по группам только по тем, по которым репрезентативна выборка. Потому что, например, по отношению там, к районам, то есть сравнивать районы мы не можем. Понятна эта мысль? Понятно. Мы, когда собирали данные, не делили Не по делили, району. да. А это Поэтому значит, мы не знаем, сколько представителей того да. или иного района. И вполне возможно будет смещение. Да. Можно, конечно, попытаться проверить. Ну, то есть, в принципе, если на больших выборках, ну, как бы можно делать проверки, и если у вас есть какие-то характеристики, которые вы можете там сравнить со средней, например, вы можете проверить и сказать, ну, она оказалась настолько прекрасно случайная была, что она оказалась там репрезентативна еще по каким-то признакам. Но если это не было заложено заранее, то вот эти мелкие дробления, их уже нельзя сравнивать. А особенно, ну, это вообще большая любовь, когда выборка не очень большая. Потом мы берем в ней маленькие группки, а они меньше 30 человек, например, и начинаем считать проценты. Вот, ну, это вообще... Ну, то есть, все знают, да, считать проценты от меньше, чем 30 человек, это по рукам надо бить, и как бы это нечестно. Вот, но это не видно по всей выборке. Например, выборка может быть 500 человек, потом мы там что-то делим, и начинаем, ну, обсуждать там уже какую-то маленькую группу, а она очень маленькая на самом деле. Поэтому, ну, вот во всяких исследовательских данных, когда их представляют, да, хорошо бы, что там есть не только проценты, но и абсолютные числа. И тогда ты, ну, хотя бы можешь посмотреть примерно на каком объеме, в общем, все это безобразие сделано. Потому что, да, потому что, ну, понятно, да, что если в группе там 10 человек, то 3 это уже 30%. Еще одна, ну, наверное, еще более сложная вещь, ну, как бы касается всяких сравнений. Вот, по большому счету, для того, чтобы проводить сравнения разных исследований, да, например, или там одного и того же исследования в разные годы, там должно выполняться очень много условий. Во-первых, это должна быть, ну, как бы абсолютно идентичная методика, да, ну, то есть абсолютно идентичный там, вопросник или, ну, как бы способ сбора информации. Он должен проводиться в близких условиях, либо эти условия должны быть контролируемы. Ну, то есть описан там, допустим, фактор, который воздействует. Когда-то тут у меня книжка была, когда мы с Науменко, Людмилой Игоревной, проводили исследования там, по идентичности, и у нее все было хорошо, но в какой-то там 2003 год там было какая-то, ну, в общем, аномальное явление происходило, а это был момент референдума. И в ответах про всякую гражданственность, там, этничность, даже про этничность, в общем, были скосы. И это было, ну, как бы, вроде бы не связано там сильно тематически, да, но, в общем, политическая ситуация сильно влияет, и это, ну, как бы, это невозможно в данных указать,
сказать, но про это нужно помнить. То есть, по большому счету, для как бы, ну, хороших сравнений нужно, ну, в общем, стабильная обстановка, понятно, что ее, ну, практически не бывает. И еще проблема с сравнениями связана с, ну, вот если это одна и та же культурная ситуация, то ладно, но чаще всего, ну, как бы самое красивое это и на разнокультурные ситуации, когда что-нибудь сравнивается. Вот, там, опять же, Елена Михайловна там развлекалась на этом вот этих всемирном исследовании ценностей, которое, в общем, подвергается серьезной критике. Несмотря на то, что там много сил, средств вложено в то, чтобы, ну, валидизировать эти методики, чтобы они как бы звучали одинаково, ну, и пытались касаться одного и того же, но по большому счету, когда мы сравниваем, ну, например, там, разные культуры по представленности каких-то ценностей, то на, ну, как бы, на уровне концепта мы предполагаем ну, определенную структуру ценностей. Ну, грубо говоря, мы помним, что мы смотрим на эти разные культуры, мы не сравниваем разные культуры, мы смотрим на разнообразные культуры с одним прицелом. И, например, не видим там того, что есть в этих культурах, ну, если вдруг наш прицел на это не работает. Да? В лучшем случае мы видим, что у нас что-то сбивается, ну, или что-то нелогичное. И это может быть как с разными культурами, в смысле этническими, там, ну, и языками, так и с разными, ну, я не знаю, политическими культурами и так далее. Вот с этими с ценностями, там у них есть эти модернизационные ценности, которыми, ну, как бы в момент начала трансформации, там, в 80-х годах, ну, все мерилось, да, и предполагалась теория, да, что как бы, страны по мере перехода от недоделанных к развитым теряют материалистические ценности и переходят к постматериалистическим. Ну и там эти ценности, даже там 4, там, ну, как минимально там, обозначалось, и к материалистическим, материальным скорее, да, относилась проблема, ну то есть обозначение проблемы как борьбы с ростом цен, это такое материальное, и второе это к порядку, ну стремление к порядку. И вот они меряют там Беларусь, Россия, Украина и Польша. Ну, мало того, что эти не двигаются никуда со своим порядком, никакого смещения, ну, то есть там какие-то флуктуации происходят, но непонятно вообще по какой причине, и скорее это связано с экономическими кризисами, чем с трансформацией общества. Но еще и с предками как-то, ну, то есть, и в общем ты понимаешь, что для вот этих стран, ну, постсоветских, вот это вот, ну, как бы, отношение к порядку, оно вообще не про материальное, не про устройство мира, оно про что-то другое. Более того, Польша там как бы между Беларусью и Молдовой болтается, потому что, ну, как бы тоже там, ну, и в общем понятно, что как бы вот эта, ну, грубо говоря, концепция, да, сама, она, в общем, по большому счету не схватывает, ну, этот тренд изменений, да, а пытается посмотреть на, ну, на эти страны и выстроить их в какой-то логике, которая уже, ну, критикуется, в общем, достаточно давно. Да. Но это вот, ну, это там красиво видно. И вот, ну, Елена Михайловна рассказывала про комплексы этих ценностей. Да? Помните, она говорила, они там делали анализ какой-то, факторный они, по-моему, тогда делали. И там как бы в одном факторе совмещались в исламских странах несовместимые ценности, противоречивые ценности. Да? Там получалось преданность традиции, то есть консерватизм, и рискованность, по-моему, да? И склонность к риску. И как бы, ну, не работает, но там, благо, это люди умные, но это можно было схватить, например, ну, там, этим факторным анализом. Но что-то просто пролетает. Поэтому вот, ну, как бы с сравнениями это всегда очень такая тонкая штука, и я бы сказала, в общем, когда мы начинаем сравнивать, там, ну, как бы большая доля должна быть, ну, этой критики и рефлексии по поводу самой концепции, с которой мы сравниваем, ну, исходя из которой мы сравниваем. Поэтому, ну, вот со сравнениями все на самом деле очень сложно. Ну, это единственное, что вот, ну, как бы мы можем брать какие-то достаточно простые вещи и тогда отслеживать только тенденцию, да? Ну, вот. Или это, ну, как бы очень кропотливое исследование методики, не выпадение каких-то элементов и так далее. Это вот, ну, там эта книжка лежит у той же Людмилы Игоревны Науменко, книжка, у нее
у нее такая целостное представление, там, разработанная концепция про идентичность, и, ну, как бы многие годы шли исследования, там они такие, там тоненькие очень инструменты, все здорово, но и некоторые годы там выпадает. Вот там ядовская преобразованная методика, там что-то выпадает. Причем выпадает, ну, как бы куски, ну, то есть там не целая методика, а там, ну, сокращенно. Ну, это потому что институт социологии проводил, они решали, что все не надо, поэтому, ну, много, сильно длинная таблица, оттуда выбирали. И ты понимаешь, что по большому счету это, ну, как бы вот глобально это не работает уже. Это значит, что люди отвечали по другой методике, а значит, это, ну, как бы какие-то выпадения. А значит, они не очень сравнимые, да. То есть ты можешь, конечно, там давать всякие объяснения, но, в общем, это, ну, плохо сравнимые данные. Поэтому, ну, вот, с одной стороны, сравнение это всегда очень красиво для интерпретации, с другой стороны, они требуют вот этого вот, ну, отслеживания, да, то есть отслеживания адекватности, ну, как бы и постоянства условий, отслеживания постоянства вопросов, ну, и отслеживания, в общем, отсутствия внешних факторов влияния. Что бы хотела еще показать? Вот хотела про это самое, про факторы, про Майдан. Это нет, подождите, сейчас другую покажу. Это... нет, это. Да. Вот это украинцы делали. Сейчас я уменьшу. Они пытались, то есть они проводили прямо на Майдане исследования ценностей, ну, людей, которые там были, и пытались сравнить их с общеукраинскими, ну, общеукраинской выборкой. Там написано, что они делали на Майдане, но не написано, откуда они брали среднее по Украине. Ну, видимо, поскольку это институт, то, видимо, у них это было, ну, как бы раньше, да? Ну, данные общеукраинские, потому что, ну, вот, судя, ну, в общем, непонятно, где они их взяли. Но, и вот они, высокая значимость ценности, вот выше, да, и низкая значимость ценности, и вот, сейчас скажу, кто что. Синенькое это общеукраинские, а желтенькое это Украина, Евромайдан. И, ну, собственно, главный, а там, ну, очень такая это исследование в русле информационной войны. Значит, вот тут некоторые говорят, что как бы на Майдане за деньги люди, а вот посмотрите, как бы у людей, которые стояли на Майдане, ну, как бы денег вообще почти нет никакой, да? Ну, как бы, скорее всего, да, но, в общем, понятно, что ситуация измерения ценностей прямо на Майдане вряд ли могла бы показать какой-нибудь другой результат. Ну, и поэтому, вот, ну, как бы, вот такое сравнение, ну, понятно, что измеряя вот это вот на людях на Майдане, мы измеряем не, ну, как бы, не группу, которая пришла на Майдан, ну, в смысле, не такую социальную группу, которая в принципе пришла на Майдан, да, в ее нормальных жизненных условиях, а ее прямо на Майдане. Ну, в момент там... То есть на ситуацию. Да, в самой ситуации. И поэтому, ну, в общем, вполне возможно, что как бы, вот если бы этих людей там, не знаю, пометить чем-нибудь, да, а потом их там, или до этого их исследовать, наверное, у них там, ну, может, как-нибудь так было, да. Ну вот точно не так. Ну, то есть понятно, что эта ситуация, ну, как бы несравнима. Но эта ценность не имела отношения к ситуации, в которой спрашивали. Она имела, нет, она как раз имела отношение, и как бы и эта ситуация очень усугубляла проявление этой ценности. Да. Не, ну тут все субъективно, ценности в принципе субъективны. Но просто как бы там стоял вопрос такой, ну, как бы предполагалось, что вот люди, которые пришли на Майдан, это, ну, можно представить их как некий, ну, определенный социальный класс, да, который, в общем, был до Майдана, но не проявился на Майдане, но, в общем, и дальше он там, ну, что-то делает. Их изначально объединили в некую группу. Но их, опрашивая их прямо на Майдане,
как бы, они не про социальный класс узнают, они узнают про людей, ну, как бы, сильно заряженных, там, стоящих прямо Это тут. скорее не про ценность, а про оценку. Причем тут и Данные в сейчас. определенной ситуации. Да. Ну вот, А что там с ценностями? что там с ценностями, не очень понятно, да. Ну там, и там не очень понятно, что мы спрашивали, ну это такой там просто был такой сборничек. Вот как бы нам смешно, но это аналитика. Вот что характерно, там статейка, в которой, значит, три разных исследования, включая потом еще исследование Вардаматского про белорусов, которые воспринимают Майдан. И это все начало 2014 год. И это то, что, как бы, то, что вот сюда вбрасывается. Да? Ну, то есть на решение задач, в том числе задачи, не знаю, там, информационной войны, там, геополитики и так далее. Это работает. Ну, то есть это аналитика. Какая есть. Главное, вовремя задать вопрос. Да, но вот и как бы и тут, ну, понимаете, тут ведь как бы можно, конечно, их обвинить в том, что, ну, в общем, это подтасовка данных, с одной стороны, да, и манипуляция, что, ну, в общем, вроде бы очевидно. С другой стороны, понятно, что, ну, не знаю, вот эта вот идея, что, ну, как бы люди, которые пришли на Майдан, это, ну, скажем, такой некий невидимый класс, ну, определенный класс людей, да, она, в общем, ну, резонна. И понятно, что ни в какой другой ситуации они не проявляются. Ну, таким образом, да. И действительно, их невозможно было там этой красочкой пометить, а потом через год пойти и там узнавать. Ну, вот такая история. Там потом еще что-то... Плюсы и минусы А? совпадают. Я говорю, хорошо, хоть плюсы и минусы совпадают. Да, я вообще, честно говоря, удивилась, ну, да. Там еще что-то было хорошее у Вардаматского самого. Какие-то вопросы, по-моему, сравнивал из разных исследований. Не, ну это не здесь. Здесь он не сравнивал из разных исследований. А, вот здесь мне нравился сразу к выводам. Нет, сейчас. Есть еще один момент, который важно очень отслеживать. Это отсутствие ответов и затруднения в ответе, да, которые, ну, очень часто, во-первых, выбрасываются, это я сейчас это покажу, а во-вторых, не анализируются. Вот это уже в то же время Вардаматский у белорусов спрашивает. Спрашивает, каким последствиям приведет с большой вероятностью, ну, все, что происходит на Украине. И белорусы отвечают: сближению Украины с Россией, ну, потому что это еще момент не окончившегося Майдана, то есть все считают, что Янукович победит, ну, судя по всему, и как бы и Украина подружится еще больше с Россией. К нарастанию оппозиционных настроений и так далее. Ну и вы видите, что тут все в пределе. Ну, вот самое большое это сближение, и это где-то там 23 примерно, да? И вот выводы, которые они делают, они, собственно, и делают вывод, что в основном большинство считает, что сблизится. А теперь посмотрите на затрудняюсь ответить. Почти столько же. А если еще нет ответа, а еще другие, то, ну, как бы, как минимум можно сказать, что, ну, белорусы находятся в растерянности. И понятия не имеют, ну, чем все это закончится. То есть, если выбросить вот это, то, ну, относительно, хотя тоже, конечно, там 23% так себе показатель, но это самое. Но при этом, вот даже давая этот график, а он просто, по-моему, вот очевидно, красиво показывает, что очень много затруднений ответить. А это значит, что, ну, как бы, причем вариантов много было. Можно было выбрать что-нибудь, да? Ну, то есть, фактически, это чуть ли не главный ответ оказался: не знаем, чем это все закончится, но мы это выкидываем. Еще лучше мы это выкидываем в других местах. Сейчас покажу. Боже мой, где что? Ценности демократии, свободы, исследования. Что такое? Сейчас найду. Ценности демократии и свободы после социологии Майдана у тебя. Нет, это я вам не покажу. Нет, я хочу этот самый. Боже. А, вот презентация. Это осведомленность о включенности в деятельность общественных организаций и неформальных инициатив в Беларуси. Исследование интернет-аудитории. Мы имеем первый
целевых деятельности. Вот. Значит, это интернет-опрос, там 2000 написано, 2011 респондентов. Их спрашивают, участвуете ли вы, ну и разные варианты. Не знаю существования общественных инициатив, затруднились ответить. И вот эти 52%, среди них участвуют иногда, участвуют активно и знают о возможности существования, но не участвуют. То есть и дальше, ну как бы весь анализ идет этих 52%. Правда, в выводах, даже после того, как я их попросила поправить, они все равно пишут. Там столько-то, вот там типа, вот если сложить 12 и 29, потому что это только эти реально участвуют. Там 41 и запрошенных. Вот как бы, и это остается и запрошенных. То есть 41 участвует. На самом деле это не 41, А 20. а да, что-то около 20. Причем, ну как бы дальше в опросе участвуют, ну в смысле в остальных вопросах участвуют и эти 59, хотя по формулировке ответа они ведь тоже не участвуют. Ну, да, но нет. Но при этом, ну, как бы у них там продолжают спрашивать, то есть, в общем, получается очень странная история, которая, ну вот, тут-то, наверное, было бы интересно узнать у тех, кто не участвует, что-нибудь про то, что они знают, не знают, ну, не знаю, ну, в общем, или как бы совсем уже выкинуть, ну, в общем, тут как минимум некорректно сформулированы выводы, а выводы там выглядят, вот, ну, я вам сейчас покажу, ну, выводы прекрасные, как обычно, выводы. 41 опрошенных участвуют в работе общественных организаций или неформальных инициатив, и 49 молодой интернет-аудитории, что тоже уже хорошо, в какой-то степени участвуют. Я тоже долго думала, откуда это. Это вот, сейчас покажу. Это вот здесь. Это, нет, это не области. По областям, видимо, никаких выводов сделать не удалось. Это вот из первого столбика. Вот там. Ну, вот эти вот, в общем. Вот эти два, они как-то участвуют. Ну, вот, как-то так. Ну, тут много еще хороших вещей, потому что с интерпретацией данных. Да, ну, допустим, у нас есть только такие данные. И вот здесь про уже анализ сам и интерпретацию. Вот видно, что у нас есть то, как участвуют, да, и возрастные группы. И вот здесь, ну, как бы все распределения, они все одинаковые, видите, такие. По группам и, да, ну, и распределение вот это, да, активно, не очень активно и так далее. Вот как бы и здесь, ну, я бы сказала, что здесь как минимум недоделана работа по распределению в обратную сторону. А давайте посмотрим, что, кто те, которые, да, активно участвуют. Глядя на такие столбики, мы ничего про них сказать не можем. То есть нам нужно перевернуть табличку, да, взять этих немножко, которые, да, активно участвуют, и посмотреть, кто эти люди. Потому что, ну, как бы, так мы это не увидим. Но здесь этого не сделано. Ну и, в общем, поэтому два вывода. Всего, ну и вы видели, каких. Да. 45-54, это тоже молодежь. Исследование называлось. Не-не-не, оно участвует просто в участии в общественных организациях. Еще... Ну, наверное, да, здесь, мне кажется, да, это вот легкая манипуляция с зная существование, но не участвую, которые тоже приняты как участвующие. Вот. Что еще, ну, наверное, самая сложная история, которая, ну, как бы обычно в интерпретациях не участвует, ну и в анализе данных не участвует, а если участвует, то очень криво. Это связи, отношения и влияния. Вот когда Елена Михайловна рассказывала, да, она говорила о том, что вот мы там коэффициент корреляции обнаруживаем, как минимум, если мы его обнаруживаем, а потом нам нужно вообще-то еще отдельно проверять гипотезу о связи.
Ну, я не помню, когда я последний раз видела вообще в исследованиях, не особенно глубоко научных, не то что коэффициенты корреляции, ну, не то что, да, гипотеза о связи, а коэффициенты корреляции в принципе. Но иногда они тоже присутствуют, но там чаще всего, ну, то есть мы очень часто встречаем выводы о связях. Это с чем-то связано, это на что-то влияет. Но как бы обычно статистически это никто не проверяет. В лучшем случае это визуально или с этими с коэффициентами, ну а в худшем это просто априорно дается. И у нас с Игорем красивый любимый случай, я не знаю, удастся ли показать всю красоту, но я попробую. Как он должен называться? Вис. Да. Экономический кризис и преступность. Связаны между собой. Это длинная статья. Состоит она, в общем, в том, что рассматривается несколько показателей. ВВП, и вот синеньким моменты кризиса обозначены. Индекс потребительских цен, он там тоже связан с ВВП. И разные виды преступности, которые можно отнести к статистику по преступности, которые можно отнести к, ну, скажем, экономическим, связанным предположить, что она связана с экономическим состоянием. Ну, там всякие грабежи, кражи, ну, и так далее. То есть не изнасилование, а вот что-нибудь такое. И безработица. Причем, ну, тут все сразу, значит, в начале исследователь оговаривает, что, ну, вообще-то со статистикой безработицы у нас все плохо. Ну, поскольку безработица у нас фиксируется только биржей труда, либо этими исследованиями домашних хозяйств, которые ведутся редко, данные плохо публикуются и так далее. А в общем, если как бы рассматривать безработицу здесь как фактор, связанный с экономическим кризисом и так далее, то это, ну, как бы обычно спонтанная безработица. Ну, то есть, и, в общем, она никак не фиксируется, он все это пишет, но потом забывает. Потом он считает регрессионный анализ, ищет связи между этими всеми показателями, ну и не находит, надо сказать. Ну, потому что связи, в общем, очень маленькие, и между какими-то странными элементами показателей, в общем, объяснить это невозможно. А почему регрессионный анализ? Ну, я не знаю, почему он решил. Ну, коэффициенты регрессии, вот, ну, мне сложно сказать. Хотя бы Почему? таблицы сопряженности. Там, наверное, нельзя было эту сопряженность составить. Ну, в общем, в конце концов, понятно, что связи таким образом не обнаруживаются. Поэтому мы идем другим путем. Динамика краш тут. Ну, в общем, дальше вот в таких красивых этих самых нам раскладывается, что вот смотрите, в синенькие периоды, ну, вот идет резкое повышение, например, да, вот, динамики краш, динамики случаев мошенничества. Правда, надо сказать, что в беленькие периоды тоже такое повышение идет, но в синенькие оно идет точно. Ну, заметно, да, вот. Да. Ну, чувствуете разницу вот между посерединке беленьким и синеньким рядом? Ну, И понижение там идет. да, но в принципе всегда в этом самом есть какое-то движение. В районе синенького этого самого есть какое-то движение. Это динамика умышленного убийства, потом там всякие грабежи, безработица. Это здесь таким образом. Таким образом, на основании визуального анализа рядов данных можно заключить, что в случае Беларуси в кризисные периоды увеличится количество совершаемых преступлений. Это ведущий аналитический центр белорусский. Вы что думаете? Ну и с безработицей. Та же история, которая, в общем... Про которые иногда... К сожалению, мы не можем построить полноценную модель, но, тем не менее, в общем, тут заметно, что и безработица туда же. Хотя, в общем, конечно, во время вычислений ни хрена такого мы не смогли увидеть, но нам это не надо, мы посмотрим. Да. Вам смешно, но это как, ну, тут просто он подставился очень не по-детски и очень красиво это все нарисовал там, да, вот, и еще и этот анализ
всунул туда, который, в общем, вот, вначале рассказывает, что все, что будет дальше, будет неправда. Но по большому счету, в общем, вот такого рода, ну, как бы связи, отношения или влияние чего-нибудь на что-нибудь, влияние. Ну ладно, это я вам потом, сейчас я распечатаю, раздам, и мы поразвлекаемся сейчас еще на двух примерах небольших аналитик, просто, ну, как бы, посмотреть и обсудить, что там, что так, что не так. Хорошо? Сейчас я быстренько это распечатаю. Вот. Ну, в общем, вопрос о там, связи, влиянии, особенно в аналитических, особенно в практических аналитических статьях всегда есть. Да? Потому что, ну, как бы, что нас интересует в практических задачах? Нас интересует влияние. Ну, там, за какую ниточку подергать, чтобы что-нибудь там увеличилось. Ну, по большому счету. И как бы во всех выводах вы найдете про связь там чего-нибудь с чем-нибудь. Да? Потому что концептуальные модели описания реальности в практических вопросах редко кому нужны. Важно обнаружить связи. И вот когда мы читаем, а еще лучше пишем что-нибудь аналитическое, вот главное как бы не совершать этих порочных ошибок про вот, ну, то есть можно говорить о гипотезах, уже если нет сил проверить. Там, можно говорить о там, каких-то ну, отношениях, там, еще чем-то, но вот не о связях и влиянии. Что я еще должна была сказать? Я еще должна была сказать про любимую мою фразу: в Беларуси кровавый режим, поэтому социологические исследования невозможны. Да, но нет. Ну вот, на самом деле, как бы качество аналитики, к сожалению, таково, что, в общем, ей можно спокойно не доверять, так же, как доверять. Ну, то есть, вот про Майдан вы видели, да? Нам нравится, мы как бы верим. Не нравится, ну, черт побери, все, во-первых, все сделано плохо, во-вторых, как бы в Беларуси все невозможно. Да? Но на самом деле, и вот это вот, еще один мой любимый вопрос, после наверное, 10-го ответа ко мне перестали приходить журналисты и спрашивать, потому что они приходили и говорили: вот скажите, а вот тут получился такой вот результат, не важно какой. А это потому что страх, да? Ты начинаешь говорить: нет, ну, конечно, фактор страха есть, но нет, так вот, потому что страх, ну, то есть, как бы, то, что есть этот там, фактор страха, спираль молчания, все это есть, но это есть везде на самом деле. Ну, понятно, что по каким-то вопросам там, в Беларуси будет ну, там, чуть больше, да, хотя, в общем, там, далеко не всегда, далеко не во всех там обществах, все прям отвечают на эти все вопросы, да, люди врут одинаково во всех странах. Люди стремятся к социальной желательности одинаково во всех странах. Более того, если это еще не наша, это, как бы, это городская культура с большими домами и неизвестностью, да, а какая-нибудь там небольшие городки американские или европейские, то там еще и как бы, это местное сообщество с никакой анонимностью и так далее. То есть, в общем, как бы выполняя все нормальные процедуры, можно получать нормальные исследования, вне зависимости от того, что у нас кровавый режим. Кстати, байка по этому поводу есть? Байка, я пока буду печатать. Сколько у нас? Что после... Я две напечатаю на две этих самых, да? 2010 года, когда у нас много кандидатов шло на выборы, там разные группы кандидатов было, после них был проведен социологический опрос, который показывал, что в принципе Лукашенко, конечно, фальсифицировал выборы, но если бы они были проведены демократически, то у него бы там набиралось 52%, что-то такое, да. Ну и как бы на этих независимых социологов со стороны там, политиков посыпалась куча обвинений относительно того, что они как это неправильно считают, и социология в Беларуси невозможна, ибо кровавый режим, и все это, в общем, нерелевантно. И тогда эти доноры, которые спонсировали, наняли галопа для проверки возможностей вообще социологии в Беларуси. И они взяли все эти независимые социологические центры и раздали им опросник,
которые они должны были провести по всей вот этой методологии, то есть перевести на там, родной язык, операционализировать это все дело, провести опрос, посчитать там, и выдать. И они контролировали все этапы этой процедуры, от выдачи задания до окончательного отчета, полученного на основании данных. Ну и в общем они после этого сказали, что да, нормально, возможно, конечно, есть определенного рода там погрешности, которые бывают, но в принципе социологические данные, получаемые на белорусском материале, вполне себе релевантны. Ну, я помню, что еще до этого была история, это, наверное, был 2006 год, выборы, и, по-моему, после выборов, нет, предвыборные, наверное. Ну, в общем, там провели сравнение. Несепи, Ротман и Центр при президенте. Ну, то есть в разные стороны одиозные истории, и разброс там был что-то в районе 6%. Ну, то есть... Разброс есть, но не такой. Не, ну да, то есть он, в общем, не... и он там весь был в районе там 57, 8, ну что-то такое, там у кого-то там... У администрации президента было 60, наверное. Вот. Слушайте, я собиралась про Майдан, но я все равно про него уже все рассказала, поэтому я всем одинаково напечатала. Сейчас я скажу. Ну да, но если у нас какие данные, где разброс, например, 20%, то тут уже начинается вопрос. Среди независимых центров обычно по сходным вопросам у них там нет таких различий. Я сталкивался с тем, когда, например, для, там, предположим, количества верующего населения. Разные организации дают какие-то совершенно разные. Свеженькая аналитика. Подалась цифра, там, ну, грубо говоря, от 60 И вы не до смотрите, 80. что это газетный вариант. 80. То есть он натурально Это разбросан аналитика. процентов 20. Потому что это компания. Компания была проведена, и они делают выводы. Ну, аналитические выводы. Поэтому, не знаю, кто это нам помогает. Не коротенько, поэтому... А тебе и не почему. Ну ладно. Ну, со мной Оля ходит. Ты читай первый. Ну, я просто предлагаю прочитать, а потом обсудить, что там, что так, что не так, на ваш взгляд.
Я вам еще смешнее покажу. Ну, мне тоже нравится. Во-первых, красиво. Во-первых, это красиво. Ну что? Бросил и началось. Я думаю, что... Я не знаю, кто им помогал. Я думаю, керівник отдела бренд-менеджменту Дмитрий Колович. Ну так, мы знаем, значит, этого героя. Бренд-менеджера. Ну что, вот мы можем... Что мы можем восстановить из этого самого, да? То есть, чего не хотели? Задача этого всего исследования была в чем? Ну, задача. Доказать, что Оценить. они делают Вот классные согласна, да. маркетинговые акции. То есть изначально, конечно, была теоретическая задача оценить влияние, но, в общем, скорее получилось доказать. Ну, то есть оценить влияние. Да. Влияние на что? Ну, то есть там главное концепт... Чего и на что? Да, ну, то есть вот там главным этим самым есть этот образ сучасной белорусской, да? Литературы, как Сейчас героя белорусская- и темы. Ну, это уже дальше мы разбиваем, да? Герои И тема. компания. Компания как фактор. Да? Ну, то есть, вот Как это мы же была сказали. идея, да? Вот один образ замеряем в начале, потом Проведем ввалим, компанию. компанию, а компания это как бы, ну, фактически промоушен современной белорусской литературы. Книг. Да, книг, ну, причем такой хороший промоушен. Ну, то И есть, чат-бок. да, чат-боксов. Ну, в общем, Бокс, тесты, сайт. ну, не важно. Ну, то есть Чат-бот. много всяких Чат-бот. действий, и потом как бы второй срез, да? И оценивается, как это повлияло. В образ сучасной литературы входят письменники, Письменники. имена, Герои. герои, И тема. темы. Прекрасно. Ну, по-моему, в принципе, идея неплохая. То есть метрики, ну, нормально. Нормальная. В общем-то, хотя, вот, ну, например, судя по графику, темы, да, судя по графику, темы спрашивались как вопрос с одним ответом, да? Поскольку они в сумме дают 100%, это значит, что можно было выбрать только одну тему. Мгм. Да, главную тему. Главную тему. Соответственно, как бы мы про это помним тогда при анализе. То есть понятно, что как бы у людей должен быть срабатывать стереотип главной темы. Да, может. И поэтому в самом начале, ну, как бы очевидно, да, что должна была сработать война какая-нибудь, еще что-нибудь. Ну, потому что, ну, если нужно одну назвать, то это... Что там еще можно сказать по этому поводу? Главный герой. Судя по всему, тут тоже одно, да? Ну, тут кружочка нет, но судя по процентам... Очень мелко. Очень мелко, но 45, 26, 8, да, явно тоже только одного. Что не так? Ну и как бы в итоге получается, что как бы вначале было меньше героев, тем и предметов, потом они ввалили этот самый, ну и как бы все разнообразилось сильно. Мгм. Значит, мы молодцы.
Ну, Не получилось так. да. получилось так. Что не так? Это вообще непонятно. Как мы это сделали? Статистики нет, это просто какие-то Не, ну почему? Статистика Кого есть, 100%. Кого не спрашивают, есть кого. Непонятно, кому гипотезы непонятно. Там написано, там заходишь на этот самый, это было онлайн опрос. Да, онлайн онлайн опрос, опрос да. на их сайте. На Это их сайт На сайте Томаса. кого? Молокос. На специально Да. сделанном сайте, Да. который продвигали Они. Они где? здесь. Для кого? Ну вот они нацелились на целевую аудиторию. Ну как действуют рекламщики? Выбирают там целевку, там, бомбят ее рекламой, загоняют на сайт. На сайте они проходят опрос, как бы действие потом повторяется. И вот вопрос, в кого они попали вот этой рекламой. Ну, мало Первый того, раз и второй в раз. кого они попали, а второе, как бы, можно ли считать, что это одна и та же аудитория? Ну, то есть, если они считают, как бы, их смысл изменения, да? А это значит, что это, ну, должна быть одна и та же аудитория. Одни и те же люди, да. Факт. Мы не знаем. Ну, вот Даже, тут нельзя... скорее всего, нет. Потому что если они успешно что-то делали и сайт набирал рейтинг, посещаемость Там новые как бы, посетители. и так Да. далее, то это, скорее всего, разные люди. Да, то есть, как бы понятно, что измерение в начале и в конце ничего не говорит о том, об изменениях. То есть это не одна и та же. не Если изменение. только они каким-то образом Восприятие. не идентифицировали тех, кто Ну, прошел IP первый раз, адреса. и повторили опрос с теми же самыми. Маловероятно, тут это не написано. Да, тут этого не написано, но да, это... Но это был бы, наверное, правильный подход. И с кем было бы сравнивать вновь пришедших на опрос, чье мнение до мероприятия мы не знаем. Ну да, да. Вот можно было бы, если это технически было бы возможно считать, не знаю, там, да, вновь проголосовавших и голосовавших второй раз, то да, можно было бы тогда интересное сравнение сделать. А еще вопрос, человек мог голосовать однажды или несколько раз? Кто-то это отслеживал? или нет? Там не написано, будем Судя по считать, всему, что однажды. несколько раз. Почему? Ну, так же, как накручивают посетителей. Это было Ну, что потому ли? что иначе вообще нелогично было бы говорить, мы вначале у них узнали, потом мы в конце у них узнали. Потому что, ну, хоть кто-нибудь должен был бы быть изменившимся в процессе Ну, этого. кстати, мероприятия. это интересный вопрос, как настроено, потому что базовая настройка там, каких-либо опросов, ты прошел, и все, тебя запомнили, больше тебе не даст его проходить. То есть, если у них Можно. они как бы не обнуляли этот, ну, счетчик, то получается, как бы повторно просто невозможно было его пройти. Это Соответственно, это настраивать точно это 100% разная аудитория Ну, была. мы мало знаем о методах сбора данных на самом деле. Мы не знаем, отслеживались ли IP-адреса, мы не знаем, возможно ли была накрутка ответов. То есть один и тот же человек там 10 раз ответил, чтобы получить нужный результат. Я думаю, как бы с учетом того, что им надо было, чтобы были изменения, то вообще оценивать как-то, ну, можно не оценивать. Ну, разве что так, как бы посчитать фамилии, которых вытащили и все. Это и первые ответы до начала действий, это скорее всего были там знакомые проводящих компанию. Но удивительно ведь то, что как бы, если бы это были знакомые, то они должны были бы быть как раз ну, куда более разнообразны, осведомлены и ну, такие продвинутые. А получилось наоборот. Вначале такие забитые народ Тут лицом очень кровью. много факторов потом- на это могут влиять. Мгм. В том числе и просто элементарная накрутка голосования. Тоже возможно, хотя, в общем, тут нигде не написано, сколько их было. Ну, в смысле, Вот тут это есть еще один проценты, вопрос. но нет мы не количества. знаем количество, да. Написано, больше 20 тысяч прошли тесты по книгам. Это тесты по тесты книгам, по это книгам. другое. Это там этот Сколько вопрос- участвовало в вопросе, вообще неизвестно. непонятно. Да. И написано, что 50 тысяч заходили на сайт. Ну, тоже непонятно. Они все голосовали. Я тоже заходила, между прочим, но не голосовала. То есть для аналитики были выбраны те показатели, которые доказывают эффективность произведенных действий. Да. Ну, они 100% бы как бы сделали себе нужные показатели. Просто невозможно представить, что они там ну, показали что-то другое. Ну, то есть это вне логики маркетинга. И, Ну, честно говоря, я не понимаю связь Велкома с этой акцией. Так это их У была, них это их была компания. есть корпоративная социальная ответственность. А, все, тогда В понятно. ней прописано два направления. Дети и белорусская культура. Они стараются сразу вдважнить. Ладно, что-нибудь еще? Ну, наверное,
этого действия можно было бы там что-то получить, если четко представлять начало. Изменить. Ну вот я предполагаю, что, например, ну как бы вот эту задачу влияния, да, скорее всего, вот таким средством вообще невозможно было бы оценить. Ну, то есть я не представляю себе, как простроить, ну, то есть непонятно, как бы это должны были поменяться взгляды тех людей, которые прочитали, ну, вот эти новые книги и теперь, ну, по-другому смотрят на мир, ну, тогда их нужно было отлавливать на каком-то этапе, да, метить и просить второй раз потом пройти. Те, кто отвечал второй раз, Но они только там был вариант тестов. Там, ну, то есть, ну, там достаточно хорошая компания была. Скорее всего, оно разнообразило за счет тех, кто добавился в этих людей. Ну, вот непонятно. Скорее всего. Ну, да, возможно, не за счет чтения, а за Да, счет те, кто добавился просто, это больше людей. привлечения. ну, более того, там была такая же история, они сделали этот первый замер и опубликовали его. Ну, и там, ну, около литературной среде Да. были, ну, по этому поводу, вот, смотрите, вот опять эта война, там все дела. И потом резко подросло кахание, там что-то еще, там сучасное житье, ну, в общем. При этом я думаю, что это могло, ну, как это, не подкрутка, а естественным путем Попали в другую аудиторию. подрасти, да, потому что я просто помню, что Бахаревич, в общем, это долго стебался по этому поводу, ну, в смысле, тема белорусской. И я думаю, что все читатели Бахаревича просто сходили туда и, ну, как бы, нажали, ну, да, на нужное место, ну, и еще кто-нибудь. Вот. Но это вот как бы с одной стороны смешно, но это наша реальность, да, потому что данных, например, о современной белорусской литературе, кроме этих восприятий, мы особенно больше нигде не найдем. Поэтому я вам гарантирую, что через какое-то время это будет пользоваться в качестве, ну, Доказанную. да, ну, конечно, не правление Молобокса, но про образ белорусской литературы будет использоваться, я думаю, Как новая реальность. да, как новая реальность. И веселая напоследок. Да. Белорусское радио не такое умудряется. Когда раньше радиоточка была. Короче, национальное собрание, интервью с как оно там. Мы встретились, поговорили, представительность. Слушай, через год. Мы встретились с представителями, и опять тот же голос, тоже интервью. Думаю, ну нормально, ребят. Национальный Зачем вы канал. отслеживаете то, что они Нет, говорят? ну я просто чисто Вы один раз случайно прослушали, хватит. думаю, ну интересно, как-то, может, я что-то путаю. Это про сравнение ценностей. Это прекрасное исследование про демократию, ценность демократии, ну, распространение демократии в странах наших. Эту часть писала Лариса Титаренко, и особенно люблю. Ну, в общем, посмотрим на табличку. Видно, да? То есть удовлетворенность развитием демократии в стране. Как вы видите, наиболее удовлетворена Азербайджан. Ну, вообще просто страшно удовлетворены. Вот Беларусь вторая в этом списке. Ну и дальше, значит, Примерно. да, какие можно сделать выводы по этой... Азербайджанцам демократия не нужна. У нас лучше с демократией дела обстоят, чем в других странах. Да. В общем, конечно, те, кто это все померили, они поняли, что что-то не так. Ну и как бы выводом стало то, что, ну и правильно, потому что как бы просовывание у нас неолиберальных ценностей демократии, не свойственных в наших странах, ну, то есть они отторгаются, и мы строим свою демократию, и чем более стабильная страна, тем более своя демократия в ней строится. Ну, Свое понимание демократии. да, свое понимание демократии. У нас ставят ценности социальной защиты и стабильности выше, чем политические свободы. И можно ли их достичь без социальной модернизации? Ну, в общем, вот. Это просто про это самое, про сравнение. Но это вот хорошо видно на нашем этом самом. А если взять другие страны, это мировое исследование. Ну, если взять- Я эти данные видел уже такого же примерно плана. Neighborhood Barometer. То это, скорее всего, может, и они оттуда же. Вот. А, Но и- тут явно, ну, как бы, нужно
проверить корреляцию между свободой СМИ и отношением людей к как бы демократии, потому что там в странах со свободными СМИ там выше 30%, по-моему, в странах Восточного партнерства не поднимается. Ну, при этом вот тут есть еще, в этом материале есть еще одна такая подмена, традиционная подмена, да, когда отношение к демократии подменяет саму демократию. Ну, то есть, как бы наличие чего-то там, неважно, своей или чужой демократии, и то, что люди думают по отношению к демократии, это две большие разницы. Ну, как бы наличие счастья и думание о счастье, ну и так далее. Это тоже две большие разницы. И чаще всего, ну, как бы предполагается, что если мы у людей там что-нибудь спрашиваем там, про демократию, мы можем и судить про демократию. На самом деле это только... И все, что тут можно сделать, какие-то выводы, да, что в представлении азербайджанцев у них демократия. Ну, как бы. А тут вот Не очень знаю, интересная а вот последняя это- колоночка, не знаю еще. Просто очень сложное Беларусь, понятие да, использовано. Самое Да, честное. сложно. Типа демократия, развитие демократии. Как бы, ну, Да. то есть, Удовлетворенность. я бы перевел так вот. Как вы удовлетворены какой-то хренью в вашей стране? Ну, и вот как бы оценка вот какого-то режима в вашей стране, там, который там, ну, можно назвать демократия, можно не демократия, то есть, потому что, ну, как можно вот, ну, то есть, ожидать от человека, что он может оценить что демократия, что Б, оно как-то развивается, и оценить вот эту степень развития. Ну вот видишь, как бы обычно, ну и в общем в этом же исследовании, скорее всего, там есть потом вот эта операционализация до, ну, например, там свобод всяких, там выборов, еще чего-нибудь, да. А это, ну как бы этот показатель, ну удивительно, что просто у Ларисы Григорьевны только он тут виден. Вот. Это то, как люди понимают. Ну, и это тоже важная часть, вообще-то, ну, представления об этом. И в этом смысле, действительно, если там посмотреть связи и корреляции между, ну, там, я не знаю, наличием свобод, желанием этих свобод и вот, ну, удовлетворенностью, то можно что-нибудь сказать про тип этого самого режима, общества и так далее. А еще про сложное понятие и про демократию, и про политические эти самые, это как бы вне интерпретации, но, ну, темы на этой конференции политичной сферы, которая была сейчас, Иван Курило интересно рассказывал, связано с, ну вот, тоже с исследованиями, интерпретациями политического дискурса. У него такой был интересный доклад по поводу того, что когда как бы это нетронутые политическим сознанием и культурой страны Советского Союза, ну, обвалилась перестройка, и, ну, как бы, и весь комплекс дискурса политического, да, ну, то есть возможности говорить о политике на языке, на котором говорит, ну, Европа, например, то как бы этот дискурс его сквоты такие, сквотировали там, да, ну, например, там, либерально-демократическая партия не имеет никакого отношения ни к либерализму, ни к демократии, но как бы это имя, ну, присвоено там партии Жириновской, ну и так далее, и там все перемешалось, правое, левое, ну, как бы, и все стало иметь другие значения. И он говорит, и это затрудняет вообще, в принципе, хоть какой-нибудь разговор о политике. Потому что разобраться, ну, как бы, ни хрена невозможно. Вы про какую демократию? Вы про демос, вы про финскую, ну, в общем, ну, и начинается. У нас власть народа, там, ну, и так далее. И, но он, правда, утверждает, что в связи с тем, что, как бы, невозможен этот политический дискурс, и невозможно разговаривать, ну, например, про наши взгляды, да, потому что, если меня спросят, а ты либерал, что вы имеете в виду? Ну, вот, в нашем, как это вообще связано с либерализмом, там, например, там, европейским, это место занимает исторический дискурс. И люди для того, чтобы определиться в своих политических предпочтениях сейчас, определяются по сходству отношения к историческим персонажам. Сталинисты, там, Иван Грозный, а как ты относишься к Великой Отечественной войне, там, и так далее, да? И это заменяет политический дискурс. Поэтому тут надо было бы спрашивать, ну, про что-нибудь, про перестройку, там, Ну, я да. не знаю. Получается, что термин пустой. Что-нибудь такое. Типа, удовлетворены ли вы тем, что развалился Советский Союз? И все было бы как раз про демократию. Были степенью развала. Степенью развала, да. И все было бы тогда как раз про демократию. Вот так. Ну,
У меня, наверное, все. Отлично, спасибо. А может быть какой-нибудь пример от начала до конца? Для решения какой задачи? Как выглядит концепция? Ну, это надо брать большие объемы брать. Большой объем текста. Ну, вот мы пытались, мы же это уже делаем все правильно. Ну, или пытаемся, да. Ну, это, да, большие объемы. Но вот мы пытались, например, с солидарностью, да, с этим потенциалом солидарности, ну, таким образом поступать. Ну, то есть от начала до конца, начиная с постановки задачи, ну, разворачивания концепта потенциала солидарности, операционализируя его до там, ну, каких-то измеряемых вещей. Да, что ну, мы даже не под солидарностью, а под потенциалом, потому что разбираясь с тем, что как бы измерить солидарность можно только в момент проявления солидарности. А поскольку ну, как бы мы не можем этого сделать, то мы бы хотели измерить потенциал. Мы как бы ему предложили некое теоретическое обоснование, концептуальное, да, что как бы, потенциал он лежит ну, в трех плоскостях. Сходное мировосприятие, причем ну, не в ответах на удовлетворение либо демократии, да, а скорее ну, в таком интуитивном схватывании отношений, да, ну, к каким-то значимым вещам. Если люди на уровне, ну вот это, символ, знак там, да, одинаково реагируют, то в принципе они ну, как бы готовы подорваться, ну и там, немного задавая вопросов и выясняя, какой именно либерализм вам это самое, готовы вот, там, поддерживать друг друга. Второе это вот структура идентичности, если одинаковая, ну, там, или близкая, да. И третье у нас еще что-то было, ну, это связано с опытом совместного действия и там самостоятельного действия и так далее. Ну вот, это про интерпретацию. Надо сказать, что очень часто, дойдя до самого конца, ты понимаешь, что, в общем, данные мало что тебе показывают. Что с этим делать? Ну, не врать. Вот. Ну, то есть, если они уже показывают ну, не так много, то ну, как бы либо тогда проблематизировать представление, ну, что, возможно... Сделать еще один цикл. Да, по сути, делать еще один цикл. Да, либо выдвигать какие-то гипотезы, но, в общем, ну, вот не врать так, как мы наблюдали в некоторых экспериментах. Тут стойки знаем, что я зусім это ответил. А мы уже скончаем, так что... Везет вам. Везет, да. Ну, это можно разбираться ну, просто на этом самом исследовании. Ну, наверное, это тяжело будет так вот прямо. Но можно поиграться, если, например, есть желание взять. Ну, у нас там получилось небольшой потенциал солидарности. И, ну, в общем, мы там пытались потом, ну, как бы найти эти группы. Ну, исходя из заявленных метрик, он, безусловно, будет небольшим, потому что должны совпасть интересы, должна совпасть предыдущие. Мы даже не совпадали, мы скорее по этим трем этим самым рассматривали, но все равно, в общем, ну, как бы у нас не получилось. Ни по какому не получилось. Ну, вот так, чтобы, ну, вернее, там можно было найти группы, которые более или менее, ну, там одна маленькая, более или менее тесная, но это такие, ну, как бы отморозки относительные. Вот. Ну, причем у нас там было это сравнивалось, не сравнивалось даже, это было отдельное гражданское общество, представители гражданского общества и население. Ну, и если в гражданском обществе там можно было найти, ну, какие-то ядра, ну, с точками, на которых этот потенциал может собираться, да, ценностными, то с, ну, с обществом понятно, да, что, по крайней мере, то, как мы пытались это схватить, это не схватывается. Говорит ли это о том, что и нет вообще? Ну, есть такая гипотеза, да, что, в общем, ну, каких-то этих значимых ну, элементов, которые бы собрали все воедино, да, наверное, нет. В данное время. Хотя, пожалуй, это правда. да, пожалуй, это правда. Ладно, я могу и почитать. Ну, а мы уже все скончили. Это последняя... Да, это была последняя, поэтому не могу сказать, что у нас Да, надо как-то получилось. Какую-то отбивку сделать. У нас, наверное, Маргарита и Наталья на всем
протяжении. Ну да, я была, да. Иван. Я тоже был. Да, Иван. Ну, Ну, нужно сказать, что это такой был экспериментальный курсик для нас, да, и для вас тоже получается. Но не все из того, что мы хотели, оно там реализовалось. Понятно, что программу надо бы как-то менять, вот, которая есть. Но я надеюсь, что хоть чего-то полезное мы смогли тут донести. Вот, поэтому, если у вас какие-то, я не знаю, там, критические замечания, рефлексии по поводу курса, идеи, стоит ли это вообще продолжать и развивать, то пишите, пожалуйста. А сказать можно говорить, да. Да, можно сказать, да. Мне курс понравился. Несмотря на то, что видно, что он формируется в процессе Да, преподавания. И я могу сказать, чем. Мне понравилась вот эта вот привнесенная в начале и в конце гуманитарная часть, я ее так назову. То есть, что считать данными, как, для чего это вообще все надо. Потому что методы преподают часто, там, подробно, показывая на проведенных исследованиях, но связать это с реальностью, это делают редко. И, на мой взгляд, ценность курса именно в этой связи, в предисловии и в послесловии, и в том, что в самом начале начинали несколько человек, каждый со своей областью компетенции и своей точкой зрения, там, какие данные бывают, какими чаще пользоваться, как их чистить, для чего это используется, какого объема они бывают. Вот это для меня самая главная ценность была. И попытка применить к тем вопросам, которые возникают у слушателей, потому что они пришли сюда за чем-то и, наверное, пытались это получить. Тогда, надеюсь, если у кого-то появится еще идеи, вы пишите нам, пожалуйста. Скажите, сказать можно? Нет? И кто-то еще хочет сказать. Я коротко, вот мне вот эта вставная часть про методы, она мне показалась как-то в воздухе повисла. В смысле, про методы Ну, работает с данными, там, с этими. анализ. Шкалы. Ну, да. Нет, ну, Шкалы там метода шкалы, анализа, да. то есть вот как бы вот такая окантовка гуманитарная, как вы назвали, она как бы была целостная, так, ну, как бы, да. А вот этот вставной номер, он, ну, так, ну, то есть, мне кажется, он осваивается только в работе. То есть, когда вот, ну, ты идешь, и ты думаешь, окей, и как мне вот, ну, сделать там, ну, там, какую-то задачу вот в одном из тех мест там, и тогда оно становится нужным. Но поскольку мы эту задачу не делаем, ну, я как не работаю там постоянно, те, кто работает, они так, я видел, полезно, так, ну, там, что-то новенькое. Ну, это, ну, окей, надо будет задача там с данными, ну, вот есть специалист, он как бы вот все там... Спрошу у специалиста. Да, то есть вот как бы, Хотя бы буду знать, что вот. спрашивать. Скажу так. Ну и может быть, чтобы так, как это, опять же, как вариант, как закрепление вот всего этого, то есть взять что-то и пройтись там, ну, одно за Вот то, что я хотела. от начала до конца и показать, как все, ну, там, используется. Ну, такую как бы критику Ну, какого-нибудь Все исследования. устроено. Сквозной пример. Да, да. Ну, вот одно занятие да, можно наверное, было к надо этому было бы. посвятить. Ну, может, да, такой разбор сделать. В принципе. Что-нибудь такое. Ну, просто как бы вот все, что приходит на ум сейчас, эти наши, ну, они такие большие, а хотя, наверное, есть вот поменьше, которые чего там делали, что-нибудь такое, ну, чтобы не закопаться просто, когда ты начинаешь. Не, ну, там можно, Можно же не все разбирать. Ну, да. можно из наших выбрать какие-то фрагменты, ну, этого дела, ну и просто показать, как это вот Нет, ну, в от начала до принципе, конца. если есть желание, можем еще что-нибудь такое взять. Если в этом году? Да, ну, догнаться, да. Догнаться.
Ну, Или надо уже встречаться всё? еще раз не надо, но если есть 5 минут, или может, если это не всем Не, интересно, не, я не, думаю, 5 минут это надо же сообразить. Это надо Нет, надо сначала, да. сообразить, как это Все простроить. красиво и везде все. Ну, я бы просто хотела спросить, вот эти по последнему примеру конкретные вопросы. То есть понятна задача исследовать потенциал солидарности, понятна концепция, что есть 3 фактора, Да. которые с нашей точки зрения описывают потенциал Да, солидарности. 3 аспекта, и плюс там еще 3 факторы аспекта, были. да. Там всяческие. 640 было. Больше? Потом показатели. Потом у Мы каждого назвали. из них, да, еще были показатели. Ну, например, вот если здесь там было это, ну, восприятие, идентичность и поведение, да, Да. то вот, ну, как бы на восприятии, ну, фактически был там один метод, да, это был семантический дифференциал. Да. Но там было, по-моему, сколько там, 10 объектов, да, разных объектов, по которым там это Да, самое, да. да. С идентичностью там было несколько вопросов. Там 2 или 3, ну, с разных сторон там рядом было, и плюс еще чего-то. И с поведением там был целый куст вопросов. С этим там. И плюс там еще были факторы, которые мы, ну, думали там про то, как это Коммуникация, самое. Мобильность, там еще Вопрос, что-то. кто выделял Части. вот эти факторы и вот Это- эти показатели? Это на теоретическом уровне. То есть это выделяется на Это группа концептуальном уровне. исследователей Да. сделала Мы- такую гипотезу. Да, ну фактически мы это вначале прописываем, да, что под потенциалом солидарности мы будем понимать это. Ну, вот потому-то. Ну, Обоснованно Да. выделили. ну да, мы выделили, как-то это доказали, ну, не доказали, да, это невозможно доказать, это скорее ну, такая Гипотеза. картина мира, ну там, ссылаясь на, допустим, там предыдущие рассуждения чьи-то, там, свои эти самые и так далее, да. Понятно, что когда мы потом рассматриваем, мы, ну, можем сказать, что типа, ну, неправильно Не мы оправдали. все сделали, да, ну, как бы, и вот и не работает это. А индикаторы относительно какого-нибудь из показателей, это что было? Ну вот индикаторами вот здесь вот был семантический дифференциал, да, то есть индикаторами была шкала. Вот эти вот конкретная шкала? шкалы, да, там эти Конкретный инструментарий. 12, да, конкретный инструментарий. Здесь был Анкета конкретная? анкетная, да. Да. Ну, то есть, и вот по каждому потом отдельно еще идет инструментики, то есть отдельные вопросики, Да, я эти понимаю. самые. И в этих индикаторах вы сразу там определяете целевую аудиторию и методы сбора данных. Нет, это уже отдельно. данные. Нет, это скорее аудитория, не аудитория, а это генеральная совокупность, она определяется вот здесь еще на уровне концепции. На уровне Потому что концепции вы сразу на уровне определяете. концепции ну и даже на уровне задачи еще, да, потому что у нас, собственно, была задача, как бы мы хотели посмотреть на общество, Да. и у нас еще была пилотная задача, нам нужно было на котиках потренироваться, и как бы мы решили, что мы сначала это гражданское общество возьмем, поменьше. представители гражданского общества, да, поменьше, ну и с какими-то, скорее всего, специально проявленными характеристиками солидарности, вот, поэтому, ну, и Вы там сразу дальше, брали, с вашей точки зрения, солидарную ну, группу, которая должна обладает была, потенциалом да, По крайней солидарности. мере, претендует. претендует Да. на это и даже иногда что-нибудь там проявляет где-нибудь, когда-нибудь. Вот. Ну и дальше мы обосновывали, откуда мы берем, потому что, например, ну, с общенациональным исследованием все понятно, репрезентативная рубрика по всем этим самым, а вот по гражданскому обществу мы специально обосновывали, как мы берем, потому что, ну, где их взять, эти представители гражданского общества? Мы говорили, что поскольку мы про потенциал солидарности, мы брали списки, по-моему, последних Мы 3 брали- лет площадок или, ну, как бы платформ, на которых, ну, как бы сборных таких, Да. ну, то есть всяких там форумов, Социальный форум, правозащитный форум, правозащитный по национальная разным сферам, платформа, ну, то есть, ассамблея, научная то есть не по спискам организаций, а по спискам тех, кто участвовал в неких, ну, Больших совместных мероприятиях, совместных круглых больших столов, мероприятий, конференций. да. Может быть, вот здесь не Не-не, попали. Не, там постоянно действующие секторальные форумы. секторальные форумы. Вот. Нет, мы все равно весь сектор, в конце концов. Я поняла. Заодно, Достигли до него. заодно прочистили, ну, там всегда ты берешь эти списки, и оказывается, что ну, там, третий не существует, Да. еще 20% это вообще одни и те же люди. Ну, в общем. То есть, по сути, это методы сбора данных. Да, это уже методы сбора данных, ну, то есть это и там была анкета, но по-разному формировалась, была разная генеральная совокупность, и по-разному формировалась выборка. Ну, то есть там составлялись эти списки, выбирались эти самые, и шло такой же случайный метод, но поскольку... Ага, и по этим спискам вы делали свой метод случайной Опрос. выборки. Да, да. Опрос.
Вот мы получили данные, и потом на полученных данных мы стали опробовать разные методы Да, анализа данных. Да, там, ну, как бы от простейших до, ну, там, чуть Ой, более там- сложных, там, Там Леонов даже нечеткие множества какие-то Мгм. применял как Да. анализу каких-то это, вопросов. ну, в общем, мы там Крутили, всякие- крутили, получили покрутили, результаты. получили результаты, ну, и фактически мы и там выделили, ну, такие, как это, сгустки, да, людей, которые потенциально Могут вместе могут как бы вместе реагировать на что-то. Ну, Да. то есть могут проявлять определенным солидарность. образом Да. реагировать на Ну что-то. и смогли их как-то описать. И описали эти Описать не в группы людей. смысле мальчики-девочки, а в смысле там, ну, какие-то их Более там сложные признаки. Да. идентичность, да, некоторые способы поведения, ну вот Вот какой-то это был, по такой сути, а-ля методы анализа у нас. Да. Да? И описывая вот эти Дальше сгустки мы пытались- группы, мы попытались вернуться вернуться к тому к портрету, да, социальной потенциала. группы, обладающей Да. И что потенциалом нужно, солидарности. что нужно делать? Ну, теперь нам с этим всем. Если мы И хотим... как мы можем использовать это Ну, знание? да, вот где-то так. Хорошо? Ну вот он сквозной пример, по сути. Ну, да. Ну, вот так как Ну, это- Open по Европе. Да, ну это, в здесь, принципе, ну да, не любое исследование. Ну, в этом смысле вот всякие а-ля научные исследования, они, ну, стараются все-таки выдерживать хотя бы порядок. Мгм. Вот, к сожалению, и то, почему мы хотели этот курс именно там аналитики, да, к сожалению, аналитические документы, ну, вот, которые мы встречаем, от того, что в прессе встречается, до, вот, ну, вы видите, да, крупнейший аналитический центр, Да, да. это не выдерживается. Ну, Но они преследуют свои узкие интересы. ну, все мы преследуем свои интересы, Часто понимаете? это объяснять можно разным, Да. но как бы Ну, тут качество- скорее главное, чтобы вы могли после этого курса хоть как-то более-менее Хотя бы, да, понять, читая этот красивые, документ, понять, это хорошо или плохо. Имеет ли это отношение к реальности? Имеет или это нет? отношение к реальности или нет. Да, и для того, чтобы решить, хорошо это или плохо, нужно там посмотреть, поставлена ли задача, Мгм. да, как бы описано ли, каким образом она будет решаться, ну, в смысле, вот эти, доведено ли, ну, хоть какое-то соответствие между там задачей, концептом и, не знаю, вопросами или там типами, ну, этими показателями. Вот как описан сбор данных, Мгм. вот, ну, то есть описана ли выборка, описано ли, ну, хоть какие-то характеристики там, да, и потом вообще, ну, адекватно ли потом распространение того, что получилось, на то, что предполагалось. В общем, на всех этих этапах обычно Где-то что-нибудь проводишь, куда-нибудь, да, пропадает. Татьяна, а насколько активно математический аппарат используется, который Бородачева представляла? Ну, вот то, что Лена представляет, смотря где. Вот как бы все зависит на самом деле от, ну, грубо говоря, там центра или команды, в которой это все происходит. Ну и от заказчика это подключаете математику? Да, мы Да, тут- да. ну А да. они как? Они Мы- работают на каком-то этапе? То есть вы им даете там Ну, вот входные данные, они вам что-то выдают на Нет, выход. вот смотри, например, вот с Леоновым, да, он, ну, как бы любит всякие сложные задачки. Поэтому мы как бы изначально с ним обсуждали, что бы нам такое сделать, ну, как бы, чтобы попробовать схватить, вот, ну, потому что глупо там, да, все на все перемножать. Ну, в смысле, никакими таблицами ты ничего не схватишь. И как бы, ну, я там хотела какой-нибудь кластер, но он мне говорил, обождите, сейчас я тут тебя. Ну и, в общем, уже на третьем предложении я уже плохо понимаю, что именно происходит, хотя, в принципе, на пальцах, ну, более-менее понимаю. И как бы, ну, в этом смысле мы задачи скорее обсуждали, да, то есть я скорее обсуждаю, ну, как бы ставлю это в созидательном режиме, да. Мне нужно, чтобы люди, похожие друг на друга, сбились в кучки. Мгм. Вот. И на этапе еще сбора данных я с ним обсуждаю, что мне нужно, ну, как бы, какого типа шкалы мне нужны. Ну, или есть ли у меня какие-то ограничения, могу ли я там вот все что угодно использовать, или мне нужно там только вот количественное и, ну, Ну да. или, например, вот у нас были данные в этом исследовании про солидарность по людям, которые потребляют разные СМИ, ну, источники информации, там интернет, радио, телевидение, газеты, журналы там, и так далее. И там, мы выводили индекс доверия там, межличностного и институционального там, доверия. Ну и потом я ставил вопрос, как бы вообще вот зависит
то, какими источниками информации человек пользуется, и уровень доверия, который как бы у него есть. Это влияет вообще или как бы или нет. И вот там он мне начал с этими нечеткими множествами там, как бы разбивать этих там пользователей информации там, на разные кластеры, и потом смотреть как бы зависимость, то, как это влияет на другие там параметры. Но это вот обсуждалось вот так. То есть я вот в таком же виде ставил вопрос, типа, влияет как бы потребление информации или нет. А он мне предлагал потом решение этого вопроса, там, которое... Ну, в смысле, которое он может предложить. Да, он может предложить. Там. Дальше, ну, то есть я там говорил, да, меня устраивает. В некоторых случаях он предлагал то, что меня не устраивало, потому что оно не раскрывало содержательный вопрос там, какой-то. Ну, и Да, так ты есть попереписываешься. То есть мы же с вами не можем таким образом релевантность математического аппарата. Вот, ну, смотря какого, понимаешь, там что-то ну, более-менее попроще, да, там что-то посложнее, но опять же, это зависит, там Коля Кацук обладает большим потенциалом, я лет 10 назад тоже чем-то там обладала, сейчас все забыла, к чертовой матери, ну, вот, и, ну, мне проще там с Леоновым или с Леной Продачевой, ну, как бы, мне проще поставить содержательную задачу, обсудить, и они сделают красиво, чем я буду там. Но при этом мне нужно хоть что-нибудь понимать про это. Ну, хотя бы примерно, да, чтобы иметь возможность обсуждать. Потому что если ты как бы вообще не понимаешь, то все становится грустно. Но вообще, вот в случаях там, аналитики обычно математики не принимают участие, а в лучшем случае это те, кто собирает, но обычно же это, господи, как они называются, центры, которые занимаются сбором данных, они же потом тебе дают там всякие, Интерпретации. даже не интерпретации, они таблицы тебе дают, какие ты хочешь, да, ну и обычно это просто таблицы. Систематизированную там, статистику какую-то выдают, да. Ты, в принципе, можешь, конечно, попросить, но лучше иметь своего математика. Хороший. Ну, еще количественные всякие данные, они где-то используются, а где-то в большей части мы же вообще не работаем с этими количественными всякими В этом смысле задачами. у нас, конечно, в этот раз больше было про то, с чем мы работаем, а в общем сейчас, конечно, я все хотела начать это с этих больших этих данных, и которые как бы существуют уже квазиобъективно, и с ними, вот, к сожалению, они же не так выстраиваются, да? Коля немного рассказывал про это. Да, они собираются, в принципе, кем-то, когда-то, где-то, и вот и присутствуют у нас уже вот в таком вот виде, как бы это, квазиреальность, ну и там с ними происходят какие-то манипуляции. И там свои вопросы возникают. Ну, может быть, мы как-нибудь доберемся до тех людей, которые, чтобы понять, потому что там, к сожалению, там не ставятся эти проблемы, про что эти данные. Там скорее ставится проблема этого, как бы их там что мы с ними красиво, можем сделать? да, красиво. А мне кажется, что в общем это не совсем правильно, но и пока вот мы не можем достучаться друг до друга. Ну, наверное, достучимся когда-нибудь. Все, спасибо всем. Спасибо.